Всем привет! На связи Искра. Мы не просто говорим об истории, мы едем за ней. У партыі «Белая Русь» Вікторыя Гензельман крыху больш за год. Палову часу лідар раённага штаба маладзёжнага руху «Искра». За яе плячыма ўжо не один проект. Апошні код Рогачевщины. Мы запустили подпроект «Код Рогачевщины. История глазами молодых». И первое наше посещение начинается с небольшого агрогородка, с большой историей. Мы не только посетили его, но и помогли благоустроить его. Наверное, самое интересное, когда ты не только знакомишься, с местностью, с жителями, а какое-то взаимодействие и оказание какой-то социальной помощи. Ведь молодежь это тот пласт, который должен помогать, ведь за нами будущее. Код Рогачевщины стартуе ў рамках абласнога праекта «Гомельшчына слаўная». Прэзентацыя рэгіянальнай ініцыятывы адбылася падчас тренд-батла. Так называюцца форумы пад эгідай партыі «Белая Русь» і таварыства «Веды». Мэта Гомельшчыны слаўнай амбіцыйная – развіццё ўнутранага турызму. Рагачоўскі раён стаў першапраходцам. Кропкі для падарожнікаў выбіралі самі жыхары. Шляхам народнага галасавання вызначылі дзесятку лепшых лакацый, на якіх ужо усталявалі таблички с QR-кодами. Сегодня нас в Рогачеве собрал Тренд Батл. Это уникальный проект, совместный проект партии «Белая Русь» и Общество знания. В качестве ключевой темы мы выбрали раскрытие туристического потенциала малой родины. В рамках этой встречи мы также презентовали флагманский брендовый проект Гомельского областного отделения партии «Гомельщина славная». Мы рассчитываем, что проект станет общерегиональным, а впоследствии и общереспубликанским. Появятся свои код Ветковщины, код Жлобинщины. Асобныя кропкі удзельнікі тренд-батла наведалі самі. Экскурсія пачалася з новага элінга з Дюшар нумар 2. Акадэмічнае веславанне тут развіваюць сярэдзіны мінулага стагоддзя. Зараз у секцыях займаюцца больш за 400 чалавек. За гады работы школа выхавала 3 заслужаных майстроў спорту, 16 майстроў спорту міжнароднага класа і сотні кандыдатаў у майстры спорту. Посмотрели, какой есть инвентарь, какое есть оборудование у ребят, пообщались с тренерами. Видим, что потенциал у этой спортшколы есть. И в этом регионе конкретно гребля на байдарках и каноэ является одним из флагманов вообще спорта не только области нашей, но и Республики Беларусь. Наступны прыпынак – храм святого добравернага князя Александра Невскага. Один з найбуйнейшых у Рогачевскім раёне. Яго будаўніцтва з 2009 года стало народнай справай. Узводзілі на ахвяраванні жыхароў. Асвячэнне прайшло ў 2021 годзе. І сёння гэты храм – духоўны сімвал сучаснага Рогачева. Мне действительно очень интересно. Какой-то создает уют, наверное, и люди действительно тоже важны в этом всем. В этом храме расписной был иконостас. Когда видна рука мастера, это придает какой-то свой шарм и свою какую-то теплоту дает этому храму. Храм не расписан, и вот эти белые стены, он не кажется пустым. Он просторный, но он как-то объединяет вот это все. Как-то там уютно и тепло. Когда я вижу то, что меня цепляет действительно и внешне, и как-то и внутреннее содержание, чего бы я не видела, и люди, и какие-то здания, места. Неважно, что я стараюсь зарисовывать побольше. Церемонию складання кветак каля стэлы вызвалення даніна павагі героям, якія вызвалялі Рогачевскую зямлю ў 1944 годзе. И ценой нам досталась жизнь. Визитная картка города и самое солодкое знаёмство – Рогачевскі малочна-кансервавы камбінат. Гости даведаліся пра гісторыю станаўлення флагмана малочнай прамысловасці. Легендарная згушчонка, якая атрымала дзяржаўны знак якасці, вядомая далёка за межамі краіны. Для нас Рогачев стал открытием. Раньше мы здесь не были. Большое удивление, что такой маленький город, но очень красивый, ухоженный. Местные жители гордятся своими достижениями. Такой маленький город стал инициатором такого масштабного проекта. И проект довольно-таки многообещающий. И будем надеяться, что он будет развиваться и дальше. И сможем узнать Гомельщину со всех сторон. Сёння партыя «Белая Русь» аб'ядноўвае 80 тысяч патрыётаў, 15 тысяч з якіх жыхары нашай вобласці. Рэалізацыя праекта «Гомельшчына слаўная» на Рогачевскай зямлі толькі першы крок. Бо менавіта захаванне памяці, адзінства і любоў да сваёй радзімы і ёсць залог нашай агульнай будучыні. Дар'я Дрожжа, Ольга Коновалова, Владислав Козлов, тэлерадыёкампанія «Гомель».